Меня зовут Шухрат Шарипов, я офицер по коммуникациям. Более года работаю в детском фонде ООН в Республике Таджикистан. И сегодня хотелось бы рассказать о детях. Очень важная тема для нас. Я рад видеть, что все больше и больше материалов в СМИ появляется о детях, о проблемах, связанных с ними. Очень много дискуссий конструктивных, иногда и неконструктивных, конечно. И я постараюсь структурно рассказать с юридической, но больше всего с этической точки зрения, как правильно освещать детей в медиа. Немножко о детском фонде ООН. Детский фонд ООН начал свою работу в Республике Таджикистан в 1993 году. Мы каждые 4-5 лет мы обновляем наш страновой документ, так называемый документ, который показывает направление нашей работы, и последний документ был принят в 2016 году. Основные направления работы – это здравоохранение детей, это образование детей. И еще у нас недавно появился еще одна портфолио, которая называется «Вторая декада», то есть о подростках, о правах, связанных с ними, их проблемах, и как реализовать и помочь подросткам раскрыть свой потенциал. Во-первых, хотел бы отметить про определение ребенка. У нас есть наш основной мандат, оно исходит из Конвенции о правах ребенка, и там первая статья – это определение ребенка, то есть ребенком являются все личности, которые не достигли возраста 18 лет. В Таджикистане тоже все законодательства в основном гармонированы с международными юридическими документами, и в Таджикистане тоже ребенком являются личности, которые не достигли 18 лет. Дети и СМИ, почему это важно? Возьму свою шпаргалку теперь. Мы много непонятностей о том, что можно ли освещать детей, проблемы детей в медиа, как правильно преподнести эти проблемы, как правильно взять интервью у детей. Наша официальная глобальная позиция, которая есть, в том, что СМИ является очень важным компонентом всех обществ, всех стран мира, и очень важно, чтобы СМИ привлекали детей, учитывали их мнение и услышали их. И поэтому мы считаем, что дети и СМИ должны больше работать, партнерствовать, но очень много есть вопросов, очень много есть этических правил, юридических правил, которые курируют, то есть как гид ведут отношения. Поэтому очень важно руководствоваться этими этическими принципами и нормами. Мы считаем, что СМИ имеет колоссальную силу в Республике Таджикистан. Очень много проблем. Мы видим, что детская тема не уходит от повестки дня. Очень много есть тем, которые связаны с детьми. Но, к сожалению, либо за погоней за рейтингом, либо из-за сенсации, или иногда просто из-за непонимания некоторые моменты, некоторые темы неправильно преподносятся со стороны наших коллег из СМИ, и это очень важно учитывать. Мы всегда стараемся, как ЮНИСЕФ, поддерживать, работать со всеми СМИ. Если есть какие-то вопросы с вашей стороны, вы всегда можете выйти на контакт с нами. И поэтому вот сейчас перейдем. Тезис такой, что это очень важно, что дети и СМИ должны работать вместе, и это очень важно, чтобы СМИ помогли детям реализовать их права. Основные документы, которые,
которым нужно руководствоваться в Республике Таджикистан. Конечно, это Конституция Республики Таджикистан, закон Республики Таджикистан о защите прав ребенка. Я в конце своей презентации отправлю ссылку на папку в диске Google, где вы можете получить все эти документы и Конвенция о правах ребенка. Как я уже отметил, в Республике Таджикистан многие законодательства, они гармонированы с международными конвенциями, с международными документами, такими как Конвенция о правах ребенка. Закон Республики Таджикистан о защите прав ребенка есть две очень важных статьи, где рассказано о правах ребенка. Первое – это право ребенка на жизнь, свободу, неприкосновенность, честь, достоинство и личную жизнь. И второе – это право ребенка на свободу слова и совести, информацию и участие в общественной жизни. Почему это важно? То есть законодательно-нормативным актом уже есть дано, так сказать, возможность для детей, подростков активно работать вместе с СМИ, вместе с разными общественными организациями, инициативами. Закон республики дает вот эту возможность. И оно очень в какой-то мере еще дублирует то, что написано в конвенции. Сейчас я расскажу о нескольких статьях, которые тоже важны. И доступ к информации, доступ к право ребенка на свободу слова, участие в общественной жизни, оно законодательно уже закреплено за ребенком. Этот документ я вам обязательно отправлю. Второй очень важный документ – это Конвенция о правах ребенка. В этом году мы будем праздновать, уже празднуем, вы увидели, по-моему, в наших соцсетях, с некоторыми из вас мы уже работаем по этой тематике. Мы будем праздновать 30-летие Конвенции о правах ребенка, то есть 20 ноября 1989 году вот этот документ был принят. Конвенция о правах ребенка является одним из самых популярных конвенций, документ, который общепризнан и ратифицирован почти со всеми странами мира, кроме одной. Оно уже 30 лет как направляет работу ЮНИСЕФа и еще некоторых других организаций, которые работают в сфере прав и продвижения прав детей по всему миру. У нас есть вот крутые иконки, как видите, недавно в этом году были созданы наши команды из Нью-Йорка. Есть статьи конвенции, которые связаны с правами ребенка и их взаимодействие с обществом, взаимодействие со СМИ. Самой важной, вот статья номер 3, самой важной из них является вот статья, которая говорит о лучших интересах детей. То есть в процессе принятия решений взрослые должны думать о том, как их решения скажутся на детях. Дети являются детьми. Конечно, очень важно учитывать их мнение, но еще очень многое зависит от степени их зрелости, от контекста, где они живут, от социальных, культурных норм, которые есть. И поэтому очень важно вот учитывать эта статья очень четко и внятно рассказывает о лучших интересах детей. Правительство обязано обеспечить детям защиту и заботу со стороны родителей или в случае необходимости других лиц. Эта статья очень важная, потому что все решения, которые делаются со стороны взрослых, и мы знаем, что многие журналисты, когда они взаимодействуют с детьми во время создания подготовки материалов для СМИ, они должны учитывать лучшие интересы детей. Еще одна статья номер 16 – защита и конфиденциальность. Каждый ребенок имеет право на личную жизнь. Закон, как вы видели, закон о защите прав детей это гарантирует. Закон должен защищать личную и семейную жизнь, дом, общение, репутацию, честь детей от любого посягательства. Это закреплено в конвенции, ратифицировано правительством Республики Таджикистан и имеют, сказать, легальный характер.
Еще один немаловажных статей – это участие детей в СМИ. Или у нас есть программа в ЮНИСЕФ в Таджикистане, которая называется «Участие». Участие подростков в решении, которые связаны с ними. И в рамках этой статьи это сказано, что дети имеют право свободно передавать информацию о том, что думают и чувствуют, будто в устной, письменной или иной форме, а также посредством рисунков, если это не наносит вреда другим людям. Взрослые должны прислушиваться детей всерьез. Эта статья дает, очень четко рассказывает возможность свободно высказаться детям. Еще одна, у меня их в общем 5. Четвертая – доступ к информации. Статья 17. Дети имеют право получать информацию из интернета, радио, телевидения, газет, книг и других источников. Доступ к информации тоже очень важно, закреплено и Законом о защите прав детей Республики Таджикистан, и Конвенция о правах ребенка. И последнее, которое очень важно, и которое, я думаю, что многие наши коллеги, журналисты из медиа сталкиваются. То есть дети, проблемы детей, которые попадают в какие-то неприятные случаи, или у них конфликт, мы называем это в ЮНИСЕФ дети в конфликте с законом, то есть несовершеннолетние, которые либо совершили какое-нибудь преступление, или против них было совершено какое-нибудь преступление. Статья номер 40 Конвенции гласит, что дети, обвиняемые в нарушении закона, имеют право на правовую помощь и справедливое обращение. То есть часто бывает так, что некоторые материалы, которые подготовлены со стороны наших коллег-журналистов, там не всегда аккуратно показаны некоторые моменты какого-нибудь кейса, да, например, скажем, там что-нибудь случилось, какая-нибудь иногда бывает, к сожалению, поножовщина или драка, где дети участвовали. Бывает так, что насилие со стороны детей против других детей или насилие со стороны взрослых против детей было совершено. И не зная всех фактов, некоторые наши коллеги пишут статьи. И таким образом, конечно же, это дает такой резонансный, общественно резонирует, общественно много комментариев, тем более мы живем в информационном веке, и, к сожалению, этим можно очень негативно повлиять на детей и на их кейс, то, что происходит. Поэтому очень важно, что дети, которые в конфликте с законом, со стороны журналистов, какой-нибудь, как сказать, интересы детей учитывались, да? Вы знали, что все, что вы будете писать, все, что вы будете подготавливать, чтобы оно не повредило в краткосрочной перспективе или долгосрочно, там, через 3, 5, 10 лет на этих детей, которые станут взрослыми в течение определенного времени. Что еще? Я вижу уже 2 вопроса. Школу. Фотографируем детей. Сейчас я к ним подойду в конце. Давайте начнем. Основные принципы. У нас, я этот документ тоже отправлю. У нас есть список определенных принципов, список определенных этических норм, которые должны соблюдаться со стороны журналистов или людей, которые работают с детьми несовершеннолетними при подготовке материалов для медиа. Самое-самое, как я уже сказал, во всех обстоятельствах уважайте достоинство и права каждого ребенка, учитывая наилучшие интересы ребенка, детей. Это такой основной принцип, который нужно и очень важно знать. Все, что вы делаете как взрослый человек, как профессионал своего дела, и все ваши действия могут иметь либо позитивное, либо негативное влияние на детей. Поэтому в любых обстоятельствах уважайте права каждого.
Когда вы берете интервью у детей, особенно тщательно соблюдайте права каждого ребенка на приватность и конфиденциальность. Что это означает? У меня есть шпаргалка была. Очень важно, чтобы мнение детей было услышано. Это помогает им участвовать в принятии решений, которые связаны с ними. Но приватность и конфиденциальность, как мы сказали, статья Конвенции номер 16, оно гарантирует, и вы должны учитывать, я дальше буду рассказывать насчет, как получить там разрешение и другое, но главное, чтобы ваш материал не повредил или навредил детям, или не поставил их в неловкое положение, где им будет нанесен какой-то вред, или это будет мстить. Поэтому это тоже очень важно. Я надеюсь, не так быстро говорю, и все меня слышат. Еще один важный принцип – не публикуйте тексты и изображения, способные поставить под угрозу самого ребенка, его братьев, сестер, его сверстников. Когда я подготавливался к этому вебинару, я просмотрел некоторые статьи, некоторые видеоконтент, которые все больше и больше создаются со стороны наших местных медиаорганизаций, некоторые радиоматериалы. Не буду называть именами, как-то неловко и неудобно это делать, но, к сожалению, были материалы, где не учитывались, то есть публиковались видео, изображения, публиковались видео, где дети находятся не в самом удобном положении, они либо в каком-то в плохом эмоциональном состоянии, и журналисты, которые берут интервью, они все дальше угнетают ситуацию, то есть задают каверзные вопросы, задают такие чувствительные вопросы, которые детям очень сложно ответить или еще больше психологически подавливают. Поэтому очень важно, чтобы тексты, изображения, видео, которые есть, они не поставили под угрозу детей. Расскажу немножко про интервью. Интервью очень важный инструмент, очень важные материалы создаются посредством этого. К сожалению, как я сказал, не все могут правильно брать интервью, не все стараются иногда, к сожалению, брать хорошее интервью, но несколько принципов, которые важны, это не причинять вред ни одному ребенку. Когда берете интервью, это показывает то, что я уже сказал. При отборе детей для интервью избегайте дискриминации. Почему это важно? То есть, когда вы выбираете своих героев, очень важно не дискриминировать в зависимости от пола, расы, этнического происхождения, статуса, образования и физических возможностей. То есть это тоже важно. Когда вы думаете о формате, как делать свое интервью, старайтесь выбрать детей, которые могут дать хороший ответ, но не дискриминируйте их, избегайте дискриминации. Вот это очень важно, я еще красным так поставил, никаких постановок. То есть никогда, пожалуйста, когда вы подготавливаете материал, никогда не... особенно чувствительные материалы, где что-то происходило либо с ними, либо с их родителями, с семьей, никогда не спрашивайте их, просите их рассказывать истории или выполнять действия, не пережитые ими. То есть очень-очень важно дети, они
если это какой-нибудь чувствительный инцидент или что-то произошло, вы своими вопросами или если вы спросите их сделать что-то или показать, что случилось, или рассказать о том времени, они еще хуже будут себя чувствовать. И это будет противодействовать тому, что мы сказали, что это не будет в лучших интересах детей. Поэтому никаких постановок, если они являются частью какого-нибудь там, не знаю, какого-нибудь криминального действия, или что-то случилось с их семьей, что-то случилось с их родителями, не поставить их в неловкое положение, не спрашивать их повторить то, что случилось, не задавать таких эмоциональных вопросов, которые может хуже сделать их эмоциональное состояние. Когда вы берете интервью, здесь мне любезно отправили несколько вопросов, стоит ли, не стоит ли брать интервью, как это делать правильно. Стоит, но всегда перед тем, как вы начнете снимать, всегда перед тем, как вы начнете записывать интервью, очень важно, чтобы вы рассказали цель данного интервью, что это будет означать, когда это будет показано, всегда получить удостоверитесь, что законный опекун или родители, они тоже осведомлены о целях интервью. Был вопрос, можно ли брать интервью, когда родителей нету, только с разрешения детей. Если дети хотят, чтобы его мама или папа был рядом с ним, у него есть на это все права. То есть, если они этого хотят, вы должны соблюдать их пожелания и согласиться, что их родители вместе с ними, когда вы берете интервью. Да, я понимаю, что дети, если рядом с ними есть взрослый человек, они склонны к тому, чтобы больше соглашаться с ними или чтобы говорить то, чтобы не повлияло на отношения между ними, с родителями, или не будут охотно говорить о каком-нибудь теме. Поэтому очень важно, если вы хотите, чтобы интервью проводилось без родителей, поговорите, создайте такое хорошее личностное отношение с этим ребенком и договоритесь, что все будет открыто, все вопросы будут, обстановка будет не напряженная, дети не будут в неудобном положении. Еще одно, которое тоже с этим связано, сейчас мой слайд переключается. Всегда получайте у ребенка и его законного представителя, опекуна, согласие на интервью. Если очень важно, чтобы журналист сам взвешивал, какие чувствительные моменты могут иметь случаи в том материале, который они подготавливают вместе с этими детьми. И для этого, если это позитивные, если это участник олимпиады, если там они участники-волонтеры, если материал имеет более позитивный тон, рассказывает об их успехах, здесь самое лучшее получить разрешение ребенка. Не обязательно, чтобы вы получали разрешение у законного, у родителей. Иногда бывает так, что есть кто-нибудь взрослый, который имеет обязательства, это учителя, это если они где-то там с группой находятся, то получить согласие и от этих законных представителей. Но самое важное – получить разрешение от ребенка и согласие на интервью, на то, что вы будете их снимать, фотографировать. Важно получить от них разрешение от самих детей. Иногда здесь я подчеркнул, что если родители находятся, тогда для всех медиакомпаний, агентств иметь вот эту форму, которую мы используем, мы на английском называем consent form, то есть форма согласия, которую вы можете использовать, всегда держать при себе, если нужно, чтобы потом у вас не было проблем. Там либо юридических, либо этических проблем.
Когда берете интервью, будьте внимательны к тому, где и как интервьюируется ребенок. То есть бывают моменты, где обстоятельства, они находятся снаружи, или неудобные, неловкие места. И очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя свободным, чувствовал себя в удобном расположении и без внешнего давления. В том числе со стороны интервьюера, да, есть возможность, что они будут чувствовать себя неловко перед журналистами или бояться каких-то там вопросов каверзных, или когда вы в их сторону камеру направляете, они могут стесняться, бояться и чувствовать себя неудобно. Практика показывает, что больше всего бывает наоборот. Дети любят камеру, дети любят фотографироваться, но это тоже зависит от контекста. Если они дали согласие, разрешение, они не находятся под давлением, тогда очень важно, вот эти моменты очень важно учитывать для журналистов, которые будут подготавливать материалы. Есть еще очень важный момент – это освещение проблем, связанных с детьми. То есть, если вы пишете статью, подготавливаете материал, который связан с их проблемами, да, тогда нужно избегать стигматизации, очень важно учитывать, какие слова использованы, да, особенно те слова, которые создают категории детей, то есть дети с инвалидностью, дети, которые в конфликте с законом, дети, которые имеет какие-то там заболевания или ВИЧ-инфицированные, например. Во время освещения очень важно не стигматизировать ребенка, потому что все, что вы пишете, оно остается в интернете, оно остается в информационной эпохе, и оно может иметь негативные психологические последствия на этого ребенка и всю жизнь стигматизировать, дискриминировать этого человека. У меня был вопрос разбирать какой-нибудь кейс, особенно было желание разбирать кейс, который связан с OCA, который очень все медиакомпании, все медиаагентства писали об этом, все следили за тем, что произошло. Я, к сожалению, не буду идти в подробности этого кейса, но скажу, что очень много проблем, я заметил очень много проблем, как этот кейс был подан с точки зрения СМИ. Некоторые этические моменты, особенно то, что по тем репортажам, которые были, все сказали, что преступление было... то есть основным преступником был этот несовершеннолетний ребенок. Здесь очень важно, я просто хочу сказать, насколько вы аккуратны, насколько вы учитываете не только права одной стороны над правами другой стороны, и насколько еще есть то, что некоторые коллеги создают сенсацию. Мы видели, что очень много бурных дискуссий было в социальных сетях, очень много разговоров, комментарии, которые были, они, конечно же, могут иметь свои негативные последствия, и не только на семью, а на другого ребенка. Поэтому здесь очень важно учитывать вот этот, как сказать, точку зрения и другого ребенка. Важно для медиа не создавать сенсации, а в некоторых моментах использовать факты. Очень важно ждать каких-нибудь официальной информации, не спекулировать. Я думаю, на спекуляции
я заметил, что некоторые моменты тоже были спекулированы, хотя официальная позиция, которая вышла, но была не таким, как было в некоторых репортажах. Поэтому аккуратность и сенсация очень важна. И другой момент – информационный след, digital footprint, как говорят на английском, все, что мы делаем, все, что мы ставим, в какой-то мере сохраняется в наш информационный век, век интернета. И дети, которым 5-10 лет, все, что происходит, все, что написано про них, дети, которые, они через какое-то время могут прийти к тем материалам, которые были написаны о них. Это могут иметь негативные последствия. Поэтому для журналистов очень прошу, чтобы учитывали вот этот момент, что все, что вы пишете, всегда взвешивайте, всегда ставите себя на их позицию, как это может повлиять негативно или позитивно, как это может повлиять на этого ребенка. Еще один момент. От контекста очень многое зависит. И когда пишутся статьи, связанные с детьми, когда пишутся чувствительные моменты, пожалуйста, обеспечивайте точность контекста, в каких обстоятельствах это произошло, кто участвовал, что случилось. Вот контекст очень важен. От этого и качество материала вашего будет важна, качество материала будет лучше, поэтому не измените, пожалуйста, не делайте каких-то там красивых, красноречивых параграфов, которые могут иметь, могут передавать неточный контекст. Еще несколько слайдов. Есть дети, которые, к сожалению, стали жертвой насилия, сексуальной эксплуатации, либо они являются участниками каких-нибудь преступления, и очень важно всегда изменять имя и затушевывать зрительный образ ребенка. Здесь еще зависит от технических возможностей медиаагентств. Я видел, что некоторые очень хорошо делают, некоторые не так хорошо, поэтому очень важно, чтобы дети, ребенок, который попадает под категорию... Я пропал? Технический момент. Все нормально? Отлично. Здравствуйте еще раз. Как я говорил, здесь, как я говорил, затушевывать зрительный образ ребенка, изменять имя, чтобы потенциально через какое-то время это не повлияло негативно на этих детей. Но еще нет. В определенных обстоятельствах, которые существуют, реальный или потенциальный риск нанесения вреда. Да? То есть есть возможность, что эти дети могут попасть под какой-нибудь риск психологический, физический, возможно, на месте, тоже менять имя, затушевывать зрительный образ. Как быть в таких моментах? Точного, как сказать, точных юридических рекомендаций у меня, к сожалению, нет, потому что очень многое зависит от обстоятельств и контекста. Я бы просто хотел сказать, чтобы журналисты, которые работают над такими материалами, чтобы они говорили, обсуждали это со своим руководством в своих медиаагентствах, взвешивали за и против и всегда учитывали интересы детей. В некоторых обстоятельствах обнародование данных ребенка может служить наилучшему обеспечению интересов ребенка, то есть ребенок сам уходит на контакт, на медиа, и они хотят реализовать свои права, свободу высказывания, и поэтому в этих моментах есть право, и, соответственно,
обсуждая это, журналисты должны обнародовать их имена, данные, но тоже здесь тоже зависит, да, от контекста, от какая тематика, и если вы считаете, что ребенок не до конца понимает важность того, как это может повлиять на него, вы должны открыто ему или ей это сказать. И потом, если есть возможность, еще консультироваться с его опекунами, родителями, чтобы оно негативно не повлияло. То есть степень зрелости ребенка тоже очень важна. Я бы хотел дать с нашей стороны вот рекомендации нашим медиа-агентствам и журналистам либо разработать, если у них есть, не видно опять. Еще нет. Рекомендации разработать внутреннее руководство для журналистов по этическим нормам освещения детей в СМИ. Ссылка, которую я отправлю, там есть несколько примеров. Там есть ссылка на пример от BBC, который славится своим этическим нормам освещения детей в СМИ. Либо руководствоваться общепризнанными этическими нормами освещения детей. Есть международный... я забыл. Как это было? Международная федерация журналистов, которые разработали нормы и принципы освещения в СМИ вопросов, касающихся детей. Я постараюсь найти, есть очень хорошая книжка «Media and Children's Rights». У меня есть напечатанный на русском языке подарок от знакомых, но я не смог найти в электронном варианте. Я поищу и это тоже обязательно отправлю, чтобы наши журналисты могли руководствоваться этим материалом. Еще хотел бы сказать, я почти закончил свой основной и перейду к вопросам. Еще хотел бы сказать, что в планах провести медиатренинг для журналистов в феврале-марте 2020 года. Давно хотел, но как-то руки не доходили, очень много всего происходило, особенно с празднованием 30-летия конвенции. По-моему, ваши имейлы все есть, я вам обязательно отправлю пригласительное, чтобы вы тоже, вы или ваши журналисты тоже могли участвовать. Перед тем, как я вот на последний перейду, спасибо большое, это был такой очень-очень краткая презентация насчет некоторых моментов, связанных с детьми, и как их освещать в СМИ. Надеюсь, увидимся с некоторыми из вас на наших тренингах скоро в следующем году. Спасибо большое.